Доброе утро, дорогие башкортостанцы. Хорошая новость. 7 сентября, вот уже совсем скоро в ГКЗ «Башкортостан» состоится открытие 30-го юбилейного концертного сезона Национального симфонического оркестра Республики Башкортостан. Это большое событие мы анонсируем с генеральным директором оркестра, с заслуженным артистом Республики Башкортостан, с нашим замечательным другом Артуром Назиуллиным. Господин Назиуллин, я категорически вас приветствую. Господин Каретко, я счастлив тебя видеть. Я не был счастлив так долго. Взаимно, взаимно. Артур, ну когда уже наступит этот 7 сентября? Ну вот уже невозможно ждать, я тебе скажу. Ну, считаем дни, там сколько осталось, 6 дней. Вы только дни считаете или еще как-то готовитесь параллельно? Расскажи, пожалуйста. Мы только дни считаем и больше ничего не делаем. Потому что профессионалы. Да, потому что кто умеет играть, тот не занимается. Это на самом деле шутка. Действительно, основная доля наших артистов вышла 16 апреля. 16 августа, да, рановато я их выпустил, 16 августа с отпуска, и мы уже дали первый концерт в арт-квадрате 28 августа. Слушай, полюбили вы эту локацию, да? А хорошая локация это на так самом деле. деле. Там же акустики нет, свежий Ты воздух. знаешь, что, во-первых, там всегда делают хорошую подзвучку, приезжает наш звукорежиссер, все это заранее собирает, делает. И хорошая площадка, и как-то нам она действительно нравится. Подожди, а там вы обкатали первый концерт? Нет, конечно, нет, конечно, нет. В арт-квадрате мы играем, конечно, великие произведения классические, но все-таки более... Стравинский был? Стравинского не было, была Шахерезада Римского-Корского. То есть такая знаменитая классика. А открываем мы сезон 7 сентября в концертном зале «Башкортостан» в 19:00 на нашей базе. Пятая симфония Густава Малера. Это такое, знаешь, тектоническое произведение, собственно говоря, абонементы называется. Название-то абонемент номер 1 «Титаны симфонической музыки». Вот, это абсолютно титаническое, гигантское, красивейшее, труднейшее произведение. Я, конечно, всех призываю просто соприкоснуться с этим чудом. Это будет абсолютное чудо. Вообще не каждый оркестр готов открывать сезон, да и в целом исполнить такие серьезные произведения. Ну, надо разогнаться, скажем так, да? Нет. Мы как раз берем сразу с 4-й передачи, как минимум. Стартуем, да. То есть у вас нет первых 3? Сразу с 4-й, понимаешь? Малер — это сразу 4-я передача. Послушай, что касается сезона. Да. Мы встречались в завершении прошлого сезона, говорили о том, что следующий юбилейный 30-й, что нужно удивлять. Вы в прошлом сезоне много куда ездили. Вы выступали на главной сцене вообще, в принципе, в России. Были в соседнем Татарстане, в Удмуртии были, где вообще нас никогда не было. Я даже боюсь представить, что будет в этом юбилейном сезоне. Будет действительно много событий, будут тоже открытия, в которых не участвовал ранее Национальный симфонический оркестр. Сентябрь начинается также гастрольный тур у нас с 15 сентября. Это будет Ишимбай, Стерлитамак. Далее мы едем к нашим друзьям в Набережные Челны. У них потрясающий органный зал, просто один из лучших в Приволжском федеральном округе. Это говорю уверенно, просто потрясающий зал. А из Набережных Челнов мы сразу едем в Училы, Белорецк, Магнитогорск. Логистика видна, я тебе скажу, перемещение. Да. Ну, мы серьезно, да. Мы серьезно подходим к организации. И уже потом мы возвращаемся в Уфу. А 6 октября у нас 6-й симфонический форум в Екатеринбурге, где собираются лучшие оркестры России. И впервые Национальный симфонический оркестр там. Далее наши концерты по Башкортостану. В общем, много-много-много всего. А 7 декабря нас ждут на большой сцене Санкт-Петербургской филармонии, на которой еще никогда не выступали коллективы из Башкортостана. И для нас, конечно, это колоссальная честь и такой определенный карт-бланш, который надо оправдать. Господин Назиуллин, вопрос такой. Откуда вы взяли ключи от всех дверей главных сцен нашей страны? В Москве были в прошлом году. Ключи пока мы собираем, еще не все ключи у нас собраны. Ну, слушай, Петербург — это потрясающая Петербург — это очень серьезная площадка. Культурная Если в Москве столица, нас все знают, да. Безусловно, оркестр вот только узнали, а мы, собственно говоря, с Дмитрием выступали на нашей сцене, на которой мы сотни раз выступали, то Санкт-Петербургская филармония — это такое учреждение очень серьезное. И мы, конечно, со всей ответственностью к этому подойдем. Великие традиции, замечательный Санкт-Петербургский филармонический оркестр под управлением Тимиркана. В общем,
И Серьезно. зритель, И который зритель видел и слышал абсолютно все, искушенный, да. ведь искушенный. Да. А не страшно артистам хоть Нет, ну не Артур страшно. Назиуллин, понятно, да? Не страшно. Человек, которого знают во всем мире. Ты, кстати, будешь выступать там? Я в Ленинграде не буду выступать, будут другие партнеры, наши друзья выступать, с которыми я как солист много играл. А я, конечно, буду играть, я играющий тренер, будем называть Ну, так, конечно. условно, да. Не только вот этими Не бумажными только бумаги, делами. организация, логистика и все-все-все, но и все-таки играть. Слушай, мы упомянули с тобой фамилию одного достаточно известного человека в Республике Башкортостан, главного дирижера, Да, заслуженного артиста. Нашего Димочку дорогого Крюкова. Димочка, дорогой Крюков. Ему, кстати, большой привет. Я знаю, что он нас не смотрит, потому что он спит в это время, как любой творческий человек, да? Нет, Дима не спит, он йогой занимается. Йогой в это время. занимается. Но в У любом него случае йога утренняя. не смотрит он нас. Как у него дела? Как вообще в целом наши артисты, наши музыканты отдохнули? Насколько горящие глаза у них перед новым сезоном? Глаза у них горящие, они отдохнули хорошо. Мы постарались сделать максимально большой отпуск, и многие коллективы, конечно, удивляются, каким образом нам удается это делать, но мы идем всегда навстречу, понимая, что музыканты работают 24/7, помимо общих репетиций, у них групповые репетиции, индивидуальные занятия. Йога, наверное, с Крюковым началась Йога еще. с Крюковым, да. Да. Много над чем они все работают, и, конечно же, мы стараемся делать так, чтобы они хорошо отдыхали. Легкий провокационный вопрос. Так. А когда генеральный директор, человек, у которого, вот знаете, как говорят, шило, да, Так. в одном месте, Так. который вот, насколько сложно артистам поспевать за тобой, Артур? За твоими всеми идеями и предложениями. Нормально все нормально. успевают? Все нормально. Мы же команда. Мы одна команда, которая делает одно дело. Это, кстати, был комплимент. Спасибо. Ты знаешь, вот шило, да, я Пойду на поправлю. другой телеканал сейчас загляну. Артур, еще раз напомним, 7 сентября в ГКЗ Башкортостан, 19 часов, мы приглашаем абсолютно всех любителей симфонической музыки. Вообще абсолютно всех прикоснуться с великим произведением Густава Малера «Пятая симфония». Это будет событие века. Я вас поздравляю. Спасибо. И с 1 сентября, потому что для нас с тобой, как для людей, которые привыкли учиться всю жизнь, это Да, важный праздник. да. Ну и с началом концертного сезона. Спасибо, дорогой, спасибо. От нас большой привет и респект всем музыкантам. Жду на концерт. Я буду обязательно. Обязательно. Я возьму с собой еще кого-нибудь. Ты не против? С удовольствием. Только фотографии пришли. Хорошо, договорились. Артур Назиуллин, генеральный директор Национального симфонического оркестра. Слушай, я вот ковидом же переболел. До сих Я пор тоже в заболел, отпуске. да? В отпуске. Вот. И неправильно мы с тобой отдыхаем. Заслуженный артист Республики Башкортостан. Я просто с прононсом произношу все твои регалии и твою фамилию. Артур Назиуллин, никуда не уходите, потому что, да, наша программа заканчивается, но БСТ-то остается. Пока.